Более 10 миллионов человек приняли участие в шествии Бессмертного полка в России. Как отметили День Победы в районах республики? Подборка необычных парадов в этом выпуске. Готовы ли якутяне к дачному сезону? Жители Алдана поделились секретами выращивания богатого урожая. В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. В ближайшие сутки у города Ленска ожидаются подвижки льда. Нижняя кромка ледохода наблюдается в районе Крестовская. Также накануне вскрылась река Алдан на 3 суток раньше средних многолетних сроков. На участке Угина-Чагда отмечаются подвижки. 11-13 мая там ожидается ледоход. Уровень воды в реке Амге составил 610 сантиметров. Подъем за 4 часа 97 сантиметров. Критический уровень составляет 925 сантиметров. Наблюдается густой ледоход. Нижняя кромка наблюдается у села Абага. Верхняя кромка у гидропоста Буяга. На реке Вилюй продолжаются подъем уровней воды с различной интенсивностью. Отмечаются закраины и лед подняло. Накануне огнеборцы Якутска 11 раз выезжали на тушение травы. Один из пожаров произошел в районе Жатайской нефтебазы. Сотрудники 1-го пожарно-спасательного подразделения прибыли на место уже через 2 минуты и справились с огнем. Площадь составила 50 квадратных метров. Дважды сотрудники пожарно-спасательного подразделения выезжали на Покровский тракт. В результате одного из пожаров там сгорела трава на площади 300 квадратных метров. 3 из 11 произошли в селе Маган, причем 2 из них на одной и той же улице. Во всех случаях предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Традиционно в День Победы люди участвовали в шествии Бессмертного полка. Самая массовая акция состоялась в столице. По центру Москвы с фотографиями героев Великой Отечественной войны прошло около 1 миллиона человек. Их развлекали выступлениями артисты, а раскинутые по всему маршруту полевые кухни предлагали гречку с мясом. Бессмертный полк в Москве объединяет жителей всей страны. Сюда специально приезжают люди из разных регионов. Не стали исключением и якутяне. Наши земляки организованной колонной поучаствовали в шествии и почтили память своих предков. Сегодня великий праздник, День Победы. Мы всегда следим, отмечаем. Наконец-то выбрались на Бессмертный полк. Вот ребенок у нас вырос, теперь это решили на площади отметить праздник. Хотим увековечить память нашего дедушки Шелковникова Михаила Михайловича. Вот. Он воевал в Курской дуге, был минометчиком и гвардии сержант, кавалер 3 боевых орденов. Мы решили в этом году принять участие в Московском бессмертном полку. Мы всегда в Якутске принимали участие в Бессмертном полку, ходили на парад и решили и в Москве поддержать эту традицию. Ну а жители якутских сел подошли к празднованию Дня Победы с душой, проявив смекалку и творчество. Так, в селе Чурапчат 1100 школьников исполнили хор. В селе Харбалах Татинского улуса в торжественных мероприятиях активное участие приняли и дошкольники. Малыши спели под баян. В селе Тумул Усть-Алданского района и в селе Майя Мегино-Кангаласского района жители изготовили и продемонстрировали самодельную боевую технику. Следующие кадры из села Крестях Сунтарского района. Там на концерте во время исполнения песни о журавлях над зрителями пролетела стая из 13 журавлей. А в Нюрбе Сохой Победы объединил всех жителей и гостей города. Ну а самый массовый парад в Хангаласском районе, собравший в этом году более 1500 человек, прошел в городе Покровске. В шествии Бессмертного полка приняли участие 200 потомков воинов Красной армии. Сегодня в Хангаласском улусе остались 2 ветерана войны, 29 вдов-фронтовиков, 3 блокадника, 232 ветерана тыла и 904 граждан в статусе «Дети войны». 5 мая мы услышали, что нынешний год, 19-й год,
начиная с 9 мая по 9 мая 2020 года, будет годом Победы. Это для нас, конечно, радует, для детей войны. Будем, конечно, стараться жить для своих детей, внуков, правнуков. Всего хорошего всем. Будьте здоровы! А в Хандыкской средней школе Тампонского района впервые провели акцию «Солдатская каша». В школьной столовой приготовили настоящую гречневую кашу с тушенкой для всех учащихся и учителей. Подробнее в сюжете наших коллег. Накануне Дня Победы в школьной столовой Хандыкской средней школы транслируется хроника военных лет и звучат песни Победы. Работники столовой с участием старшеклассников приготовили настоящую солдатскую гречневую кашу с тушенкой. Удивленные дети с интересом рассматривают каски и оружие, выставленные на импровизированной витрине. Даже не могу сказать сколько, но каша была сварена из 30 килограмм гречневой крупы, 150 банок тушеной говядины и 5 килограмм сливочного масла. Более 500 детей отведали этот деликатес военного времени. Все от мала до велика с удовольствием уплетали кашу за обе щеки и подходили за добавочной порцией. Разглядывали документальные кадры военных лет, слушали патриотические песни своих дедов и прадедов. Наши повара нам приготовили очень вкусную гречневую кашу. Мы ее абсолютно попробовали все. И нам она очень понравилась. И хотела бы, чтобы она проходила довольно часто. В следующий юбилейный год 75-летия Победы планируются еще более масштабные кулинарные акции. Нина Ханарова, Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. К другим темам. Дачный сезон начался у якутян. В Алдане садоводы и огородники давно приступили к трудам. Работа в соответствии с народным календарем, добрые промыслы, привычные методы или смелые эксперименты. Как правильно ухаживать за урожаем, чтобы он был богатым, узнавала Татьяна Вахнина. Овощи и зелень, ягоды и цветы, чего только не выращивают садоводы и огородники на своих участках. Снег еще растаял не всюду, однако земледельцы давно приступили к трудам. Проклюнулись первые ростки, рассада набирает силу на подоконниках. В основном картошка. Картошка – это наша огурчики. Небольшой парничок, огурчики. И выручает это маленько. В специализированных магазинах садоводы и огородники могут найти массу семян и саженцев, как традиционных для севера, так и экзотических для зоны рискованного земледелия. На некоторых участках растут вишня, крыжовник и виноград. В этом году в продаже появились саженцы сливы. На возможность взрастить что-то ранее не опробованное земледельцы всегда смотрят с энтузиазмом. Надо посмотреть, какие там есть слива, вишни для севера. Я посмотрю, мне это нравится, предложение. Экспериментируют овощеводы смело, но в разумных пределах. Посадка, подкормка, полив. Если та или иная идея кажется невероятной, для ее воплощения хозяева выделяют 1-2 грядки. Ну а если способ окажется плодотворным, в следующем году он будет взят на вооружение в масштабах огорода. Да, мы всегда садим картошку, каждые 4 компонентика, в каждую ложим картошечку, и урожай у нас 1 сотка и на всю зиму. Наша семья еще и ребятишкам помогаем маленькой картошечкой. Народного календаря садоводы и огородники, конечно, стараются придерживаться. Впрочем, не строго. В садово-огородных делах важно объективно оценивать температуру воздуха и прогретость земли, а также учитывать собственное настроение. Ведь не секрет, что помыслы земледельца влияют на всхожесть и урожайность. Допустим, с помидорами, с перчиками, я с ними разговариваю, я их поглажу. Мне это нравится. Потом такой запах от них идет. Мне кажется, они лучше растут. Земля-матушка была и остается кормилицей. Кроме пищи насущной, земледелие дарует насыщение духовное. Растениеводство, говорят огородники, увлекает и захватывает. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Якутск приехал народный артист России, ректор знаменитого Московского театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев. Он выступит в Русском театре с литературно-музыкальной постановкой «Метель». Но это не единственная цель приезда мэтра. В данное время между руководством Русского театра, правительством республики и Щукинским институтом ведутся переговоры о проведении в знаменитую «Альма-Матер» так называемого особого набора для якутян. В труппе Русского театра трудится около 40 артистов. Сегодня руководство театра говорит о необходимости омоложения труппы квалифицированными кадрами. Начать набор планируется в 2020 году. Которые будут
И предложил такой проект сделать, такой особенный набор. Это когда жители, местные жители Якутска, те, которые хотят посвятить себя актерской профессии, они проявят себя, заявятся о том, что они хотят учиться. И мы, театральный институт, приедем сюда и из тех претендентов отберем, человек 5. В Якутске в честь 74-летия Победы прошел традиционный шахматно-шашечный турнир на призы 95-летнего ветерана войны Наума Трифоновича Слепцова. В этом году соревнования проходят в 9-й раз. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Алена участвует в этом командном турнире еще со школьной скамьи. Сейчас она уже студентка 3-го курса, но не планирует оставлять эту добрую традицию. Очень хорошо, что проводятся такие турниры. Мы знаем уже многих ветеранов, те, кто хорошо играет. Сегодня я сыграла с Владимиром Медеевичем, он мой наставник. Первую игру я выиграла, вторую проиграла. На этом турнире команда молодежи играет с ветеранами. Турнир впервые был проведен в 2010 году в честь 65-летия Победы. Тогда он прошел на 65 досках. С тех пор каждый год на одну доску становится больше. В этот раз сыграли на 74. Надо сказать, что особенно ветераны очень любят данный турнир. Они к этому готовятся, проводят предварительные турниры отборочные, чтобы попасть в список тех, которые будут здесь. 37 ветеранов играет по шашкам, 37 по шахматам. Инициатор и один из главных организаторов турнира ветеран войны Наум Трифонович. В этом году он отметил свое 95-летие. Он и сам неплохо играет, имеет первый спортивный разряд по шашкам и шахматам. Сегодня, несмотря на свой возраст, лично присутствует на соревнованиях. Что хорошо, на этих соревнованиях здесь участвует молодежь от 6 до 25 лет. Играя с опытными мастерами, они и сами развиваются и накапливают опыт. В этот раз победу одержала команда молодежи. В следующем году юбилейный 10-й турнир организаторы планируют включить в программу празднования 75-й годовщины Победы в Якутске. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Якутск. К этой минуте у меня вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.